Добрый день, уважаемые абитуриенты! Разрешите представиться, меня зовут Фазлутдинова Альфия Альсуровна. Я доцент кафедры биоэкологии, биологического образования и естественно-географического факультета и руководитель программы 440401 «Педагогическое образование», профиль «Экологическое образование». Сейчас я вам расскажу немного о вступительных испытаниях на профиль магистратуры «Экологическое образование». В первую очередь следует обратить внимание на то, что форма сдачи у нас дистанционная. Экзамен представляет собой такой комплексный, который будет состоять из тестирования и зачета реферата. В тестировании будет представлено 25 вопросов из таких разделов экологии, как общая экология, прикладная экология и социальная экология. Минимальное количество баллов, которое вы можете набрать и поступить к нам на экологическое образование, это 50. Максимальное количество баллов 100. То есть получается, вы половину баллов получаете за тестирование, половину баллов получаете за реферат. Также немаловажным фактом является то, что вам дается только одна попытка для сдачи, получается, вступительного экзамена. И время для подготовки и сдачи дается 60 минут. Получается, вторых попыток, пересдач, к сожалению, нет. Также хотела обратить внимание, чтобы зайти на вступительные испытания, первый вход у вас осуществляется через логин и пароль, которые отправляются вам на электронную почту. Последующее посещение сайта вы можете осуществить под своим собственным паролем, который вы можете поменять при первом входе в учетную запись. При каждом экзамене нужно сфотографироваться и обязательно прикрепить свою фотографию цветную с разворотом паспорта, где указана ваша фамилия, имя, отчество и фотография. Еще раз говорю, что время, отведенное на прохождение экзамена, оно ограничено, и у вас есть всего лишь только одна попытка. Расписание вступительных испытаний вы можете найти на сайте приемной комиссии abitur.bspu.ru. Находите раздел «Магистратура» и, получается, в колоночке справа вы увидите расписание консультаций на 2022-2023 год по разным профилям магистратуры, но вас будет интересовать направление 440401 «Педагогическое образование, экологическое образование». Здесь представлено расписание вступительных испытаний. Если вы подали документы с 20 июня по 6 августа, то вы, получается, имеете возможность пройти экзамен 12 августа с 10 часов утра до 10 часов вечера. Резервный день у вас выдается один, по каким-то причинам вы вдруг не смогли зайти 12 августа. Резервный день для вас 17 августа с 10 утра до 17 часов дня. И подавшие документы уже после 6 августа, то есть 7 августа, у вас день экзамена 19 августа с 10 утра также до 10 часов вечера и резервный день 21 августа с 10 утра до 5 дня. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Это очень важный момент. Для этого нужно ознакомиться с программой вступительных испытаний. Программу вступительных испытаний вы также можете найти на сайте приемной комиссии в разделе «Магистратура». И вот галочкой показана программа вступительных испытаний «Экологическое образование». То есть открываете, заходите. В целом сама программа приблизительно выглядит следующим образом. Здесь показаны основные нюансы прохождения вступительного испытания и даны перечни разделов для подготовки поступающих к сдаче экзамена. Например, здесь указаны основные разделы из блока «Общая экология», например, это факторы среды, основные среды жизни, как к ним адаптируются живые организмы. Это типы взаимосвязи организмов, это понятие популяции в экологии, сообщества, экосистем, биоценозов.
Ну и, конечно же, понятие о биосфере, то есть это и круговороты веществ, и особенности строения, вертикальная, горизонтальная поясность и так далее. Также здесь представлено 4 раздела из блока «Социальная экология». Социальная экология касается, конечно же, самых главных экологических проблем современности. Это такие проблемы, как рост численности народонаселения, это продовольственная безопасность, это загрязнение окружающей среды, исчезновение биологических видов, то есть проблемы с биоразнообразием, это вопросы урбанизации, а также понятия об этиологии, этноценозе, этногенезе и так далее. И третий раздел прикладной экологии, на который тоже вы обратите особое внимание, поскольку именно в прошлом году были у нас небольшие проблемы у абитуриентов именно по этому разделу. Прикладная экология, она касается практикоориентированного значения современной экологии, и рассматриваются такие разделы, как виды мониторинга, пути его реализации, рассматриваются различные формы мониторинга, какие могут быть виды. Также рассматривается международная система мониторинговой системы и единая государственная система экологического мониторинга России. Второй раздел прикладной экологии, он посвящен автоматизированным системам контроля окружающей среды, где показаны основные функции, виды, информационные характеристики. Ну и третий раздел прикладной экологии, он касается вопросов математико-вероятностного обоснования значения риска в задачах охраны окружающей среды. Рассматриваются различные показатели, как предельно допустимые концентрации, предельно допустимые сбросы. Ну и также рассматривается вопрос использования компьютерного моделирования в решении современных задач экологии. Здесь на слайде представлены примерные задания, тестовые задания, которые могут быть у вас на вступительных испытаниях. В качестве примера здесь вот показаны 3 тестовых вопроса, которые представлены в разделе именно прикладной экологии. То есть есть, например, источники выбросов, они подразделяются на точечные, линейные и площадные. Нужно для приведенного примера выбрать, какие они. Или, например, указано ниже примеров, нужно выбрать передвижные источники загрязнения. Или определиться, какой показатель предельно допустимой концентрации устанавливается для предупреждения общетоксического или другого влияния какого-то токсичного вещества на организм человека. Здесь у нас показаны еще 2 примера тестовых заданий. 4-й пример, он касается раздела «Общая экология», когда рассматривается экосистема болот в жизни биосферы. И 5-й вопрос, он касается, получается, прикладного раздела «Социальная экология» как охрана биоразнообразия. То есть вам нужно выбрать способ охраны естественных экосистем. Поскольку у нас экзамен с вами комплексный, помимо тестирования еще и входит зачет реферата, то здесь также представлены примерные темы рефератов. Касаются они, может быть, вопросов адаптации живых организмов к условиям окружающей среды. Они могут касаться вопроса приспособления организмов к жизни в разных средах. Можно рассмотреть роль человека в биосфере, взять проблему с перенаселенностью, с ростом численности народонаселения, рассмотреть загрязнение окружающей среды, а также можно взять, например, вопрос о понятиях мониторинга, какие цели, задачи ставит перед собой эта служба. К реферату предъявляются определенные требования. Объем реферата должен быть не менее 15 страниц. И самое главное, обратить внимание на структуру самого реферата. То есть обязательно должен быть титульный лист, далее содержание, введение. В введении вы расписываете актуальность выбранной темы, формулируете цель и задачи, которые необходимы для того, чтобы решить поставленную цель. Дальше идет основное содержание, которое занимает где-то ориентировочно 12-13 страниц. В конце идет заключение, где вы обобщаете и отвечаете
на задачи и цели, которые были вами сформулированы в начале работы, и представленный список литературы. Реферат, так же как и тест, оценивается в максимум 50 баллов, оценивается актуальность выбранной тематики, оценивается умение анализировать материал. Также мы смотрим на полноту раскрытия выбранной темы, смотрим на привлечение новейших первоисточников, ну и, конечно же, на отсутствие ошибок. Если вы здесь не допустили каких-то отклонений, то, соответственно, можете максимум получить 50 баллов. Отлично у нас варьирует от 45 до 50 баллов, оценка хорошо от 40 до 44 и удовлетворительно от 30 до 39 баллов. Конечно же, у вас могут появиться определенные вопросы по вступительным испытаниям. Здесь представлен мой адрес электронной почты, а также номер телефона WhatsApp. Ну или вы можете позвонить, получается, в приемную комиссию. Мы все вам дадим развернутые ответы на все ваши вопросы. Большое спасибо за внимание и жду вас на вступительных испытаниях в магистратуру по направлению 440401 педагогическое образование, экологическое образование, и желаю успехов. До встречи! Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен
этот тест, вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.